Дорогие мои, обращаюсь к вам за помощью. Меня очень сильно мучает одна загадка, которую я не могу разгадать. Понадобятся любители Мисс Марпл, Эркюля Пуаро и Донцовой, прости господи. Будут полезны все, кто любит детективы. Многодетные мамы, ваш выход. В чем суть загадки? Сейчас я включу вам видео, в котором мне не все понятно. Оно не длинное, оно короткое, 3 минуты. Я в последний год пытаюсь разгадать загадку. Естественно, что я не гуглю в интернете, то есть я не смотрю ответы, не ищу эти ответы. Я пытаюсь своими силами разобраться, но, как видите, мои силы исчерпались, и я обращаюсь к вам, мои любимые зрители. Я уверен, что среди вас найдется человек, который разгадает эту загадку. Но это не просто так. Загадка не просто. Тот, кто напишет самый интересный и самый логичный коммент под видео, получит 5000 рублей от нашей команды. Так, ну давайте, не будем растягивать, смотрим видео и будем потом его комментировать. Посмотрели вы, как вы уже догадались, клип группы Köfen. Надеюсь, я правильно его прочитал. Битек Бен Анларом. Ну, Бен Анларом, да. Песня на турецком языке, но насколько я это понял, смысл я уловил, может быть, не до самого конца, насколько мне позволяет знание турецкого языка, ну, крымско-татарского, турецкого. Но суть мне понятна, суть мне понятна. Сразу хочу сказать, что я не гуглил, не искал ответы, ничего не понятно. Ну, то есть я пытался сам понять, про что ребята сняли клип. Это очень важно. И я думаю, что для вас уже стало очевидно, да, загадка, которая меня терзает и мучает. А именно, что это за мужик, который накрашен под женщину и танцует такой условный танец живота. Я знаю, что мужчины тоже танцуют танец живота, но почему здесь такой женоподобный мужчина, да, явно женоподобный мужчина, который... Ну, в общем, почему, по вашему мнению, почему этот мужчина танцует ну, почему он вообще там появился? Давайте так, почему он там появился? Сейчас мы с вами еще раз посмотрим этот клип, еще раз посмотрим. На некоторых моментах я заострю внимание, да, на некоторых моментах я заострю внимание, и мы с вами попробуем разобраться. Вот у нас есть клип, да, давайте поставим его сначала. Он у нас идет 3:42. И, значит, первый кадр, который есть, первый кадр, да, открывающий, это два человека, два мужчины. У них такая одежда, похожая на одежду заключенного. И когда происходит звук, когда происходит такой звуковой сигнал, вот слушайте. Так, сейчас. Здесь звук выключен. Сорян, еще раз. Вот, начало. Два мужчины в такой одежде, как одежда заключенного, да? Слышали звук? То есть этот звук характерный для тюрьмы, для заключенных, когда открываются двери. То есть я считываю эту ситуацию так, что вот у них есть сундук, общий такой символ всей твоей жизни, да, который умещается в сундуке, то есть прошлое, настоящее, все в сундуке. Вот идет звуковой сигнал, и это сигнал к открыванию ворот. То есть люди выходят на свободу, то есть конкретный мужчина выходит на свободу. Возможно, на свободу от былых отношений. То есть это не буквально тюрьма, это тюрьма былых отношений. И вот этот человек выходит на свободу, да? Смотрим дальше. Вот они его поднимают, идут. Вот коридор. То есть коридор — это условная тюрьма, это прошлое. И они по этому прошлому идут со своими вещами на выход, то есть к новой жизни. И здесь еще интересный момент. Вот нам делают акцент, что вот этот сундук, да, это вот прошлое, вот то, что человек с собой несет, условно говоря, да. Вот нам делают на него акцент. Вот, он сидит на своем сундуке и размышляет о том, что с ним было, что с ним не было. То есть какая-то такой анализ идет.
Вот нам показывают детали. Первая деталь, которая, ну, как бы, за которую можно зацепиться, да, это яркий костюм, который отличается от тюремной робы. И здесь у него, ну, такая брошка, похожая на птицу Феникс. То есть можно догадаться, можно подумать, что это возрождение из пепла, то есть начало чего-то нового, начало новой жизни, да, то есть нам показывают детально, крупно, что человек, выйдя из прошлых отношений, начинает новую жизнь, может быть, возможно, новые отношения, но новую жизнь точно. Вот еще один момент. У второго исполнителя, это два солиста группы Coffin, у него, я так понял, это брошка дракона. Ну, не знаю, я так и не определился над тем, что именно могло бы это значить, да, что именно брошка может значить. Но мне кажется, что дракон — это такой общий тюркский символ. Вот у нас на фасаде ханского дворца тоже есть драконы. Это все-таки, наверное, отсылка туда. Это может какая-то древность, может какая-то база, может какая-то мужская база, то есть истоки чего-то, да. То есть человек, возрождаясь, идет к своим истокам, чтобы заново понимая себя как мужчину. Ну, возможно, я накручу, возможно, я сильно углубляюсь, но я, честно говоря, у меня по этому поводу нет однозначного такого, ну, как бы, однозначной такой мысли, поэтому я вот на этом этапе остановился. Вот, кстати, лестничный марш, да, я его воспринимаю как вот эти уровни. Получается, один уровень был, это прошлая жизнь, да, они спускаются наверх или поднимаются наверх, то есть они меняют этаж, и это тоже символизирует новую жизнь. Там видно, что второй солист, у него тросточка, то есть это такой, ну, может быть, атрибут такой какой-то интересной жизни, тоже атрибут какого-то такого образа, да, то есть человек меняет свою жизнь, и вот так вот он разворачивается в новой жизни. И вот это вот лестничный марш, это просто нам говорит о том, что человек меняет свои, ну, то есть выходит на другой уровень своей жизни. Появление того самого загадочного персонажа, который мне не дает покоя. Почему он здесь? Уважаемые тюркологи, туркологи, помогите разобраться. То есть я не могу считать, почему почему в новой жизни людей появляется этот образ. Они начинают заниматься, вот, начинают ходить, начинают заниматься спортом. То есть это тоже как один из этапов новой жизни, да, то есть у нас уже другой коридор, у них началась новая жизнь, они там что-то делают, какие-то упражнения, ходят, приседают и тем самым меняют свою жизнь. Если честно, мне этот образ Чичваркина напомнил, без негатива. И все, это дальше я не двинулся. Пожалуйста, помогите мне разгадать эту загадку. Еще интересная деталь. У него вот здесь в районе солнечного сплетения символ. Но, насколько я помню, в Египте был такой символ, да, вот этот глаз знаменитый. Но, опять же, я дальше не пошел. Возможно, это ключ к этой разгадке. Потому что, осматривая все остальное, да, я не могу понять, то есть я не могу понять, к чему привязаться, за что зацепиться. Я не считываю вот с этого образа ничего. Ну, возможно, у меня не хватает данных, возможно, у меня не хватает знаний по поводу этого глаза, и поэтому я не продвинулся дальше. Поэтому я думаю, что для тех, кто двигается в этом направлении, кто хочет заработать 5000 рублей, ну, мое уважение, обратите на это внимание. Вот лестничный марш. Переход из одной жизни в другую. Собственно, вот такая работа. Работа крутая. Мне понравилось, мне очень понравилось. Я ее слушал. Она обладает какой-то такой интересной энергией. И поэтому прошу у всех помощи разобраться в этом вопросе. Давайте я уже скину с себя этот груз непонимания вот этой детали. Зачем, почему этот мужчина в клипе, да, какой образ он несет и что он себе значит. Тот, кто ответит интересно, логично на этот вопрос, мы своей командой, которая работает над проектом МСМС, мы подумаем и вручим этому человеку 5000 рублей. Очень важный комментарий. Я не читал даже комментарии под клипом. Я не искал, не пытался найти ответ, что это за образ мужской, да. Вы можете этим заниматься, мне все равно, если честно, мне нужно найти ответ, что же это значит. Поэтому удачи, встретимся в новых видео.